На этой неделе отметят Международный день инвалида. В республике проходит декада, посвященная людям с ограниченными физическими возможностями. О том, какие мероприятия проходят в Верхнеколымском районе, в нашем следующем материале. Из 267 верхнеколымчан с инвалидностью примерно 20-30 человек отличаются завидной активностью. Среди них Моисей Бандеров, председатель районного общества инвалидов. Несмотря на болезнь, он везде поспевает. Вот и сейчас имел решающий голос в разработке очередной декады инвалидов. Обязательно посетит и проконтролирует ход всех запланированных мероприятий. На вопрос, зачем ему это, отвечает: по-другому нельзя, ведь жизнь продолжается. И надо лежать в четырех стенах, что-то надо делать. Вот тогда интересно будет, а то думаете, некоторые, особенно молодые инвалиды, вроде стесняются. Ну, раз судьба такая стала, надо же двигаться. В Верхнеколымском районе декада, посвященная людям с ограниченными возможностями, началась с официального мероприятия – круглого стола с участием представителей организаций социальной направленности и исполнительной власти. Все заданные вопросы внесены в протокол и обязательно будут отработаны. Что касается других мероприятий, то их запланировано достаточно много. И мы ежегодно проводим декаду инвалидов с 25 ноября по 5 декабря. В течение декады все учреждения проводят дни открытых дверей, в том числе Управление социальной защиты населения, и проводятся разные мероприятия, турнир по шашкам, круглые столы, конкурсы и вечер отдыха. Впрочем, общественная жизнь людей с инвалидностью не ограничивается только декадой. В Зырянке во многом благодаря стараниям членов общества работает тренажерный зал для этой категории населения, несколько объединений по интересам и творческий клуб с символичным названием «Преодоление». Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.